Добрый день. Вас приветствует председатель жюри регионального этапа Всероссийского олимпиады школьников по праву Осипова Людмила Валентиновна. У нас прошла олимпиада по праву среди школьников 9, 10, 11 класс. Мы проверили ваши работы, и сейчас мы с вами несколько слов о результатах этих работ, конечно, обозначим. Ну, во-первых, я хочу сказать, что у нас самостоятельного предмета права в школах не существует, и, соответственно, конечно, достаточно сложно, мне кажется, были задания, которые были представлены на региональный этап Всероссийской олимпиады. С другой стороны, конечно же, региональный этап олимпиады предполагает определенную сложность в решении тех или иных задач, но в любом случае я хочу обратить внимание на то, что результаты работ вполне очень приличные. Нулевых оценок вообще не существует, максимальный балл 70 баллов. То есть результаты очень приличные, учитывая то обстоятельство, что предмет права у нас в школах не преподается. Так, теперь что касается заданий. В целом принцип изложения заданий для участников для 9, 10, 11 класса, он был практически одинаковый. Все задания сводились к следующему. Первая группа заданий необходимо было выбрать один или несколько правильных ответов. Причем я хочу сказать, что в этой группе заданий оценивались задания, частичная оценка не предполагалась. Необходимо было выбрать полностью правильную группу ответов. То есть либо это мог быть один ответ, это могло быть несколько ответов. Если, предположим, ответ был один, а правильных ответов несколько, то количество баллов ставилось по нулям. Что касается этих заданий, там, где необходимо было выбрать один или несколько правильных ответов, я не могу сказать, что есть какая-то типичная ошибка. Со всеми заданиями смысл задания был понят всеми участниками олимпиады правильно. Необходимо было ознакомиться с заданием, и к этому заданию предлагались определенные варианты ответов, и из этих ответов вы выбирали. Какой-то типичной ошибки для участников 9, 11 и 10 классов мы не увидели. То есть в зависимости от того материала, которым вы владели, вы этот материал и излагали в своих ответах. Поэтому, наверное, даже я останавливаться здесь не буду, но единственное, я хочу обратить внимание, что задания были по разным отраслям права. Это было и гражданское право, семейное право, наследственное право, международное, трудовое право, уголовное право и даже административное право. То есть задания были сформулированы по всем отраслям права. Причем мне кажется, что задания были достаточно серьезные. Еще раз говорю, учитывая, что такого предмета права у нас в школах нет, мне кажется, сложновато было. Но в любом случае справились, я еще раз говорю, очень хорошо. Теперь дальше. Следующая группа заданий была установить соответствие. То есть в заданиях вам предлагалось какое-то обстоятельство, и вам необходимо было установить соответствие. Что касается установления соответствий, то в целом это задание тоже было исполнено участниками. Там, где не было абсолютно правильных ответов, таких, наверное, заданий не было. Так, здесь у нас, сейчас, секундочку, я посмотрю, сколько. Тут, наверное, около 10 заданий у нас было в рамках данных заданий установить соответствие. И чтобы кто-то не справился с этим заданием, таких участников тоже не было. Причем наибольший процент правильных ответов был именно в этой группе заданий, там, где устанавливалось соответствие. Следующая, третья группа заданий у нас была установить верную последовательность, вписав на местах пропуска цифры, отражающие правильную очередность, начиная с одного и так далее. Здесь было всего 2 задания. Практически все эти два задания в рамках установления последовательности были решены участниками правильно. Теперь дальше. Следующая группа заданий. Необходимо было решить задачу. Предлагался вариант события, и к этому событию предлагались различные варианты ответов. Вот здесь вот ответы были разные.
Но я подозреваю, почему ответы были разные, потому что здесь необходимо знать, конечно же, нормы материального права. Учитывая, что нормы материального права ни в 9, ни в 10, ни в 11 классе не преподаются, и вообще право у нас не преподаются, то я предполагаю, конечно, эти задания были сложными для вас. Хотя были участники, которые эти задания решали очень прилично, но, предположим, первая группа заданий, где необходимо было выбрать один или несколько правильных ответов, решали несколько хуже. То есть, может быть, это связано с каким-то жизненным опытом, с какими-то знаниями, которыми у вас есть. Хотя не знаю, откуда у вас может быть какой-то жизненный опыт, связанный с правом, потому что еще вы пока 9, 10, 11 класс. Но в любом случае, опять же, таких участников, которые не сделали бы правильно этого задания, не было. Так, следующая группа, сейчас, секундочку. Необходимо было заполнить пропуски. Вам давался какой-то определенный текст, какое-то определенное событие, какая-то определенная нормативка, и необходимо было внести, с вашей точки зрения, правильные слова. Ну вот, предположим, вот у меня здесь 9 класс, заполните пропуски. Ну вот, в частности, торжественно клянусь честно, добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным, справедливым, как велят мне долг, пробел и моя совесть. Конечно же, здесь ответ исполнять правосудия, конечно же, здесь ответ судья. Ну вот, хочу сказать, что вот эта группа задания заполнить пропуски, ну, тоже особых сложностей не вызвала. И выбрать здесь какие-то типовые ошибки, ну, я не знаю, типовых ошибок мы не увидели. То есть, опять же, в зависимости от тех знаний, которые у вас есть, вы заполняли данные пропуски. Так, теперь следующая, последняя группа, нет, не последняя, следующая, последняя группа задания. Вам давался определенный текст с какой-то определенной информацией, и вам необходимо было ответить, проанализировав данный текст, необходимо было ответить на вопросы, которые были к этому тексту приложены. Вот здесь уже ответы были... Необходимо было дать ответы, исходя из того, что вы знаете, ну и, конечно же, исходя из того текста, который прилагался к заданиям. Причем, опять же, я хочу сказать, что не было ни одного нулевого балла по этому заданию. Этот балл предполагал несколько вопросов, и необходимо было ответить на эти вопросы, и каждый ответ на этот вопрос оценивался своим баллом. То есть не было такого участника, который бы вообще не сделал, не ответил ни на один вопрос. Да, кто-то больше, кто-то меньше, но отвечали в итоге все. Вот с моей точки зрения... Так, нет, еще одно задание, извините. Еще одно задание. Тоже давался определенный текст, и необходимо было найти правовые ошибки в данном тексте. Вот здесь вот уже не то, что сложности были, опять же, находили вы ошибки, но опять же, ошибки находились не везде. Что касается сроков обжалования, по срокам обжалования этот вопрос вызвал определенную сложность. Ну, я, конечно, подозреваю, почему, потому что сроки обжалования в разных отраслях права, если это арбитражное процессуальное право, одни сроки, гражданское процессуальное право, другие сроки исчисляются везде немножечко по-разному. Вот этот вопрос вызвал сложность. Так, и с моей точки зрения, самым сложным почему-то оказалось задание по решению кроссворда. Хотя кроссворд оценивался достаточно высоко, каждое правильное решение оценивалось в 2 балла, но почему-то решение кроссворда вызвало очень серьезное затруднение. Может быть, формулировка вопросов оказалась сложной. Ну вот, с моей точки зрения, почему-то кроссворды вызвали затруднения. Но в целом, я еще раз обращаю внимание, я не могу выбрать какие-то типичные ошибки. Типичных ошибок нет. В зависимости от той информации, которую вы обладали по отраслям права, и исходя из того материала, который прилагался к заданию, вы эти задания решали. Учитывая, еще раз скажу, учитывая, что право не является у нас дисциплиной в школе, с моей точки зрения, задания решены очень хорошо. Показания по результату заданий очень приличные. Так, ну, наверное, на этом все. Спасибо за внимание.